الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Хвала Аллаху Всевышнему Субханаху ва Тааля, Господу небес и земли, Творцу Всевосущего, который распоряжается во своих владениях по своей мудрости и знанию, дарует своим рабам столько, сколько посчитает нужным. Тот, кому пожелает Всевышний Аллах блага, то никто не сможет ему навредить, а тот, кому Всевышний Аллах пожелает наказания, то никто не сможет ему помочь. По милости Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля уже дошли до 68-го аята суры Юсуф о великом пророке и посланнике Аллаха Юсуфе алейхиссалям, и продолжим эту историю. Остановились мы на том моменте, что братья Юсуфа вернулись из Египта, где увидели Юсуфа алейхиссалям. Однако Юсуф алейхиссалям им тогда не открылся и не сказал, кто он есть. Однако при следующей встрече потребовал, чтобы они привели с собой младшего брата Биньямина. И, вернувшись домой, они сообщили об этом отцу, и отец не доверял братьям из-за того, что случилось до этого с Юсуфом алейхиссалям в младенчестве. Однако все-таки был вынужден отправить с братьями и младшего сына Биньямина ввиду тяжелого положения. Как мы говорили, это были года засухи и неурожая. Чтобы братья вместе с Биньямином в очередной раз направились в земли Египта и вернулись оттуда с запасами провизии, зерна, за которые, как мы знаем, в то время уже отвечал пророк Юсуф, алейхиссалям. Он был доверенным лицом царя Египта, который распоряжался земными дарами и этими владениями и отмеривал людям, продавал людям столько, сколько сам посчитал нужным. И Якуб, алейхиссалям, завещал им, заходя в город Мемфис, заходить через разные врата, дабы избежать возможных последствий, таких как сглаз, как некоторые ученые сказали, или же неких подозрений со стороны жителей города, со стороны стражи, раз они, иноземцы, большой группой войдут в город через одни врата, это могло привести к неким вопросам, к задержанию и негативным последствиям. Таким образом, они зашли через разные врата. И тогда, когда они прибыли в город, они вошли так, как им повелел их отец, то есть через разные врата города. И их это действие ничем не могло им помочь вопреки воле Всевышнего Аллаха. Вот это продолжение темы упования на Аллаха таваккуль, на которой мы закончили прошлую нашу лекцию. О том, что сами по себе причины, которые мы совершаем для достижения определенных целей и результатов, они не обладают какой-либо властью. Лишь по воле Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля они могут помочь человеку. Лишь по воле Аллаха. И здесь об этом и говорится. Они вошли через разные врата и, спаслись от возможных последствий, за которые переживал Якуб, алейхиссалям.
Однако не само их это действие повлияло, да, а это Аллах Субханаху ва Тааля предопределил им, что посредством вот этой причины их не коснется зло, когда они будут входить в город. Это продолжение темы упования на Всевышнего Аллаха, о том, что истинное упование, правильное упование – это совершение причин, однако не надеясь на сами причины, то есть ведущие к результату, не уповая на них, а уповая на хозяина этих причин, на Господа миров Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Таким образом, говорится, когда они вошли в город так, как повелел им Отец, и это их действие никак не могло им помочь, кроме как по воле Всевышнего Аллаха, да, и Аллах Субханаху ва Тааля предопределил, что их не коснулось зло, когда входили в город. «Илля хаджатан фи нафси Яакуба кадаха», и это было желание Яакуба, который удовлетворил Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. «Иннаху лазу ильмин лима алламнаху». Воистину Яакуб, он обладает знанием, которому мы его обучили. Он обладает знанием, которому мы его обучили. Здесь говорится, в общем, Яакуб обладал знанием, и в частности, ученые говорят, это касается вопроса упования, таваккуля на Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Что Яакуб знал, как необходимо правильно уповать. «Валякинна акthара ан-наси ла я'ламун». Однако многие люди этого не знают и ошибаются в вопросах упования, уходя в одну из крайностей. Либо надеясь на сами причины, которые ведут к результату, надеясь на самих себя, надеясь на причины, либо же вовсе оставляя причины и бездействуя. Это две крайности. Либо человек уповает на причины, надеется на них, что они приведут его к результату желаемому, при этом не надеясь на Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И второе – это оставление причин совсем бездействия и ждать, что что-то изменится. Это две крайности и два заблуждения в этом вопросе. Далее. «Валямма дахалу аля Юсуф, Юсуфа ава илейхи ахаху». И когда они пришли к Юсуфу, он подозвал к себе своего младшего брата Биньямина. Подозвал к себе своего брата поближе и сообщил ему о том, «Инни ана ахук». Воистину я являюсь твоим братом, он сказал. Когда другие братья этого не слышали, не видели, он сообщил ему наедине о том, что он, Юсуф, Биньямин тогда был еще маленьким, когда Юсуф, алейхиссалям, да, его братья выкрали, продали в рабство, он был мал, но однако он помнит, и Юсуф, алейхиссалям, сообщил ему, что это я. И я выжил, я не умер в тех событиях, и меня не съел волк, как об этом сообщили братья. И ты же, «Фаля табтаиз бима кану я'малун», и ты, пусть тебя не печалит то, что они совершали. То есть все, с этого дня не печалься, ведь печаль, да, причина которой была твои мысли о том, что твой брат умер, что его съели волки, да, причины этой печали больше нет. Ведь я перед тобой, я жив, так радуйся же этому, он сказал ему. Однако велел своему брату не сообщать эту весть другим братьям. Не сообщать эту весть другим братьям. Мы к этому еще вернемся. Почему Юсуф, алейхиссалям, не раскрылся тогда и не сообщил братьям о том, кто же он на самом деле. Значит, побыли у Юсуфа, алейхиссалям. Юсуф поговорил со своим братом, и пришло время, за это время, пока они были, да, у Юсуфа, их верблюдов снарядили. Как мы говорили на прошлом уроке, на одного верблюда полагалось, да, то есть каждому человеку полагалось столько, сколько может унести верблюд. И они прибыли на своих верблюдах, каждого верблюда снабдили провизией, и как Всевышний Аллах говорит, «Фалямма джахазахум биджахазихим», и когда их снабдили провизией, «Джа'аля ссикаята фи рахли ахихи». Юсуф своим прислугам, своим рабам повелел положить кувшин, из которого он пил, в сумку, во вьюг своего младшего брата Биньямина. Тогда, когда никто этого не видит.
И как ученые говорят, как приводится также от Абдулла ибн Аббаса, что это была чаша из серебра, из которой Юсуф пил. И он положил эту чашу, тогда, когда никто не видит, повелел положить чашу в груз своего брата Биньямина. «Джа'аля ас-сикаята фи рахли ахихи». И таким образом они ушли, все получили свой товар, загрузились и начали уходить. И тогда, когда они уже отходили, тут закричал один из служащих: «Аддана муаддинун айятуха аль-айру иннакум ласарикун». «О, вы, караван, воистину вы воры!» закричал. Когда уже их загрузили, они начали отходить, тут закричали и говоря: «Стойте, вы воры, вы своровали у нас». И братья Юсуфа, алейхиссалям, ни о чем не подозревая, ничего не понимая, они остановились, повернулись в сторону глашатая, который взывал, который кричал, да, направлялся к нему. Они остановились, подошли к нему и совершенно спокойно спросили: «Калу ва акбалу алейхим маза тафкидун». И они, обернувшись, сказали: «Что же вы ищете, что же вы потеряли?» Что вы потеряли? Они поняли, что что-то потеряно, и их обвиняют в утере этого, в краже этого. Они сказали: «Калу нафкиду суа аль-малики ва лиман джаа бихи химлу ба'ирин ва ана бихи за'им». Тогда люди Юсуфу сказали: «Мы потеряли суа аль-малик, мерную чашу царя». Мы потеряли мерную чашу царя. Заметьте, в предыдущем аяте говорится «Джа'аля сикая». Юсуф положил сикая, чашу для питья. А здесь приводится слово суа, чашу мерную. Это значит суа, это чаша, которая используется для отмеривания объема. У нас такое же слово, похожее са есть. Са. Мы это часто используем, слышим, когда отмериваем, например, фитр садака, да? 1 са муки или 1 са гречки, 1 са и так далее. Так вот же здесь суа применяется. Мерная чаша царя. Вот. И тут там говорится чаша для питья, здесь говорится чаша для отмеривания. И тут ученые сказали, одни, то, что Юсуф использовал эту чашу как для питья, также использовал ее для отмеривания зерна. То есть положение было настолько уже тяжелым ввиду засухи и неурожая, что он уже небольшими ковшами отмеривал зерно, а отмеривал зерно уже только вот этим стаканом. Сказали так одни. Другие же ученые сказали то, что этот стакан, вот это слово суа, это название стакана, обладающего определенным объемом. И поэтому можно его назвать просто чашей, можно назвать вот суа, как в наши дни мы, например, используем, говоря стакан, например, в каком-нибудь рецепте, да, например, положить стакан, налить стакан воды. Под этим подразумевается 250 миллилитров, да. И также в их время использовался вот это суа. Были разные величины стаканы разных объемов. И вот один из видов стаканов назывался суа, который обладал определенным объемом. Его могли использовать как для питья, так и для отмеривания. Таким образом, они закричали: «Мы потеряли суа аль-малик, мерный стакан или же чашу царя». И тут используется слово «царя», хотя это была чаша Юсуфа, алейхиссалям. Почему же говорится «чаша»? Либо для придания значения и величия этой утере, то так как если у кого-то из знатных людей и приближенных людей царя что-то украли, то это все равно, что украсть у самого царя, ведь это все владение малика, царя. Либо же самого Юсуфа назвали малик, царь, владыка, его служащие в знак уважения и возвеличивания. И далее говорит: «Валиман джаа бихи химлу ба'ир», и тот, кто принесет эту чашу, получит еще одного верблюда, груженного зерном. «Ва ана бихи за'им», и я ручаюсь за это, говорит тот человек, который ищет эту чашу. «Калу», братья сказали: «Таллахи лакад алимтум ма джитна линуфсида фил арды ва ма кунна сарикин». И они сказали: «Таллахи»,
Таллахи – это форма клятвы Аллахом. У нас есть несколько форм. Можно сказать «валлахи», можно сказать «таллахи», можно сказать «билляхи». Это все формы, да, когда человек клянется Всевышним Аллахом. «Валлахи» – это самое распространенное, да, «таллахи» и «билляхи». Таким образом можно клясться Всевышним Аллахом. И они поклялись Аллахом, говоря: «Лякада алимтум, вы же знаете, что мы не прибыли, чтобы распространять нечестие в ваших землях. И мы не являемся ворами, мы ничего не украли». Вот этими словами братья Юсуфа напоминают о том, что, будучи в землях Египта, они зарекомендовали себя только с хорошей стороны. Во-первых, когда их, скажем так, подозревали в шпионаже, как мы на прошлой лекции это говорили, когда их подозревали в шпионаже, да, Юсуф, алейхиссалям, потребовал, чтобы они прибыли со своим младшим братом. Они прибыли со своим младшим братом, тем самым развеяв все сомнения относительно их возможных дурных намерений. Да, значит, они не прибыли в эту землю, чтобы распространять нечестие. И также мы не являемся ворами, это сообщение или отсылка к тому, что они вернули то имущество, которым они расплатились за зерно в первый раз. Как мы уже читали, как мы прошли, они расплатились за зерно, однако Юсуф, алейхиссалям, велел своим слугам эту сумму, это имущество вернуть им обратно, так ведь? И они обнаружили это имущество только тогда, когда вернулись домой. И вот это имущество они, говорится, вернули все-таки Юсуфу, и тем самым доказав свою надежность и честность. И они говорят: мы же не воры, мы вернули вам это имущество. И тогда египтяне сказали: «Қалу фама джазауху ин кунтум каазибин». Тогда они сказали: а если же все-таки вы лжете, и мы обнаружим у вас эту кражу, то каково будет его наказание? То есть какую меру наказания вы сочтете должной, если вы лжете? Обращение к самим братьям. И братья сказали следующее: «Қалу джазауху мау уджида фи рахлихи фахуа джазауху». Они сказали: воздаяние того, у кого найдется в кладе, в багаже эта кража, то он сам станет воздаянием за свою кражу. Имеется в виду, тот, кто украдет, у кого это найдут, он сам станет воздаянием, то есть его отдадут в рабство тому, у кого украли. И говорят: «Кадалика наджзи залимин», так мы воздаем несправедливым. И ученые говорят, это было в шариате Якуба, алейхиссалям, в его законодательстве, то, что если кто-то украл, то этого человека отдавали в рабство тому, у кого он украл. Итак, у братьев Юсуфа в той местности, где они жили, тоже были такие законы. Однако в местности, в Египте же, законы были другие. И, как говорят ученые, в Египте, если кто-то украл, то он должен был вернуть краденное в двойной величине. Однако в рабство человека не отдавали. Эти законы были в местности, где жил Якуб, алейхиссалям, и его сыновья. И они, получается, в этом случае сами сказали: если вы у нас найдете, то вы судите нас по законам нашей местности, заберете того, у кого найдете кражу, украденное в рабство, к хозяину чаши. То есть к кому? Юсуфу, алейхиссалям. Ведь чаша его. И тогда они прибыли, да, и Юсуф, алейхиссалям, уже присутствовал при досмотре. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ. И он велел начать обыск, да, обыскивать их верблюдов, их груз, но не начал с верблюда своего брата, чтобы не вызвать лишних подозрений. Если они прибудут, и сразу кто-то пойдет и вытащит эту чашу тут же из верблюда, из груза, из вьюка брата, то это, несомненно, вызовет подозрение, да? Подкинули
Это сразу будет понятно то, что эту чашу подкинули. Вот. Однако Юсуф, алейхиссалям, сказал обыскать сначала других верблюдов. И после того, как всех уже обыскали, остался только верблюд брата, да, и его обыскали. ثم استخرجها من وعاء أخيه. И они вытащили чашу, и он вытащил чашу из вьюка, из сумки своего брата. И далее Всевышний Аллах говорит: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. Так мы научили Юсуфа этой хитрости, ведь он не смог бы оставить своего брата у себя во владениях царя в Египте, по законам Египта, по законам царя Египта, кроме как по воле и решению Всевышнего Аллаха, говорится. То есть получилось так. Юсуф, алейхиссалям, положил чашу, да, и братья сами же, когда у них спросили, какую меру наказания вы примете, если мы вас найдем, братья согласились на том, что мы отдадим в рабство того, у кого вы найдете чашу. И в итоге младший брат Юсуфа вернулся, остался к ним, перешел к нему в рабство, скажем, по законам его братьев. И Аллах говорит: так мы научили Юсуфа этой хитрости. И вот тут, дорогие братья, могут возникнуть вопросы: как же так? Как Юсуф, алейхиссалям, посланник Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, способен совершить подобные действия? Обман, ложное обвинение, да, и вследствие наказания невиновного человека за воровство. Во-первых, надо сказать то, что этот поступок Юсуфа, алейхиссалям, он не является примером корыстного ухищрения, каких-то козней, посредством которых человек ищет лишь собственную выгоду или же пытается избежать какого-то наказания. Однако вследствие мы увидим, что вот этот поступок послужил причиной великих событий. Это воссоединение со своим отцом, это прибытие всей семьи Якуба, алейхиссалям, в земли Египта, после прибытия которого начался да'ват и миссия призыва к единобожию, к таухиду. Ведь ученые говорят, именно после того, как Якуб прибыл в Египет, после этого Юсуф, алейхиссалям, получил пророческую миссию и с этого момента начал вести свою призывную деятельность. Да, и братья впоследствии покаются, осознают свои ошибки впоследствии вот этого поступка. Однако, если разобрать детально все, что произошло, то у нас не останется никаких сомнений и вопросов в отношении того, почему же Юсуф поступил именно так. Во-первых, следует заметить, что Юсуф, алейхиссалям, он лишь положил чашу, велел положить чашу. Однако он не был властен над последующими действиями и поступками самих братьев. Так ведь? Он положил чашу, а то, как в дальнейшем братья поступят, он не владел над этим. Они могли абсолютно по-разному себя повести. В данном случае они, когда у них спросили, каково наказание того, у кого найдут, они сказали: заберете его в рабство. Однако могло быть и по-другому. Они могли согласиться на законы, на местные законы. Сказали бы: если найдете, то мы вернем вам вдвойне стоимость украденного. И таким образом брат его не забрали, Биньямина. Или бы они вообще не соглашались бы ни на какую меру наказания до тех пор, пока их не обыщут и не найдут украденное. И если даже найдут украденное, то они могли бы настоять на доказательстве и на расследовании этого события. Однако ничего из этого не произошло. Братья сами согласились на том, что если найдут у них украденное, то заберут укравшего, или того, у кого найдут это украденное, заберут его в рабство.
Таким образом, Юсуф, алейхиссалям, он лишь положил чашу, а все остальное же произошло по причине самих братьев. По причине самих братьев из-за их поступка. И далее также приводятся слова обвинения: «Вы воры». Вы воры, когда ищет человек, находит их, когда они уже собирались уходить, и говорит: воистину вы воры. Тут ученые говорят, то, что слова «вы воры» не исходили от самого Юсуфа. Это не он их обвинял в воровстве, а это был посланник, один из слуг Юсуфа, который не знал о том, что Юсуф положил чашу. И он был абсолютно убежден в правоте своих слов и думал, действительно, они украли. Он не знал о том, что Юсуф, алейхиссалям, это положил. И поступал это не по повелению Юсуфа, алейхиссалям. Однако, если даже, ученые говорят, если даже предположить, что Юсуф, алейхиссалям, сказал им: «Вы воры», обвинив их, то тут, возможно, подразумевается воровство Юсуфа из дома отца в прежнем. И говоря: «Вы воры, вы украли», он имел в виду: «Вы украли меня от отца моего и продали меня в рабство». Такие возможны толкования. Таким образом, Юсуф, алейхиссалям, он лишь положил чашу, однако дальнейшие события и то, что произошло с братом Юсуфа, алейхиссалям, это уже как следствие действий самого братьев. И также может возникнуть вопрос: а почему же Юсуф, алейхиссалям, уже тогда не открылся к своим братьям, а лишь своему младшему брату Биньямину сообщил о том, кто он есть? Почему он сразу, как братья прибыли, не сказал: «Я Юсуф, возвращайтесь домой и переезжайте к нам сюда, в Египет»? Почему он так не сказал? Потому что велик риск, что он отправит Биньямина с ними домой, привести родителей, однако по пути братья Биньямина просто убьют. Потому что Биньямин знает правду о Юсуфе и о том, что братья совершили когда-то давно, что они продали его в рабство. Они убьют Биньямина по пути, и, вернувшись домой, они ничего не скажут о том, что видели в Египте, о том, что Юсуф, алейхиссалям, жив, тем самым утаят свой секрет, свой поступок, который они совершили. Юсуф, алейхиссалям, все это понимая, он не раскрылся им. Заметьте, в первый раз он им не раскрылся. И во второй раз, когда они привели младшего брата, он тоже им не раскрылся из-за этих опасений, из-за угрозы, возможно, с их стороны. И его опасения братья, к сожалению, они лишь подтвердили. В следующем аяте говорятся: «Когда уже все обнаружили, нашли, что сказали братья? Они сказали: если он украл действительно, то ничего удивительного, ведь его брат до него тоже был из воров, тоже крал». Кого они имеют в виду? Они имеют в виду Юсуфа, алейхиссалям. То есть смотрите, как они поступили и в этот раз. И это, несомненно, лишь подтверждает опасения Юсуфа, алейхиссалям, что раскрылся он им тогда, то они могли бы по пути лишь убить Биньямина, и он бы никогда не встретился со своим отцом. И тогда они говорят: если же он украл, то ничего удивительного, ведь его брат до этого тоже крал, имея в виду Юсуфа, алейхиссалям. То есть они оба такие. Мы тут ни при чем, потому что мы знаем, у них матеря разные. Это они, от другой матери, они оба такие. Был Юсуф, который потом умер, потерялся в пустыне, его съели волки, и его брат от него далеко не ушел. Таким образом, этими словами они от себя, они очищают себя от этой вины. «Мин каблю фаасарраха Юсуфу». И Юсуф присутствует в это время, слышит же их слова. Однако Юсуф, алейхиссалям, промолчал. Он понимает, что его явно на него возводят ложь, клевету, обвиняет его еще и в воровстве. Он утаил это в себе, он сдержал гнев, он не раскрылся, не сказал им ничего. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. Он утаил это все в сердце, в душе и не сообщил им об этом.
Каля и сказал: «Антум шаррум макана, валлаху а'ляму бима тасифун». Воистину, ваше положение перед Аллахом хуже, ваше положение хуже, и Аллах знает то, что вы измышляете. Эти слова он мог сказать или про себя, так сказал, то, что вы хуже своей ложью и измышлениями, или же им напрямую сказал эти слова, указав на то, что ваше положение нынешнее не лучше, и нужно разобраться в данной ситуации. Далее братья сказали: «Калю я аюхаль азиз, о азиз, о великий, инна лаху абан шейхан кабира». Воистину у него есть отец, старый, большой, в пожилом возрасте. «Фахуд ака ахадана маканаху инна нарака миналь мухсинин». Возьми же кого-нибудь из нас вместо этого младшего брата, ведь воистину ты один из творящих добро. Ты пойдешь нам на уступки. Анта мухсин, ты оказываешь добро, благочестие другим. То есть они пытались задобрить Юсуфа, алейхиссалям, чтобы он сжалился, да, что есть отец, который любит больше всего этого младшего сына, переживает за него. Однако Юсуф, алейхиссалям, сказал: «Каля ма'адаллахи». Нет, он сказал: «Прибегаю к Аллаху, ан нахуда илля мавваджадана мата'ана индаху». Прибегаем к Аллаху, чтобы наказать кого-то, кроме того, как у кого мы нашли эту кражу, эту утерю. «Инна идалля мин аль-залимин». Ведь если мы так поступим, то непременно мы будем несправедливыми. То есть мы накажем невиновного. Мы этого никогда не совершим, мы не поступим таким образом. И далее: «Фалямма стайасу минху халасу наджия». И когда уже их разговоры с Юсуфом, алейхиссалям, не увенчались успехом, они наедине обсудили дальнейшие шаги. «Каля кабирухум». И самый старший из них сказал: «Алям та'аляму анна абакум када ахада алейкум мауфикам мин Аллах». Разве вы не помните, что вы дали обет перед своим отцом, поклялись Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля, что вы вернете сына, вернете младшего брата. «Вамин каблю ма фарраттум фи Юсуф». И также помните ли вы то, как вы несправедливо поступили с Юсуфом, алейхиссалям? «Фалан абраха аль-арда». Я не покину эти земли Египта. «Хатта я'зана ли аби ау яхкум Аллаху ли». До тех пор, пока мой отец не простит меня и не разрешит мне вернуться, или же Аллах не примет решение относительно меня. «Ва хуа хайруль хакимин». И он наилучший из судей, говорит. И вот этот старший брат, как ученые говорят, это тот брат, который и отговорил братьев в первый раз от убийства Юсуфа. Он сказал: лучше выведите его в пустыню, да, положите его на дно колодца, когда братья размышляли об убийстве. То есть он был самым благочестивым из них. И далее сказал: «Ирджи'у иля абикум, факулу я абана инна бнака сарак». Возвращайтесь же к своему отцу, а я останусь здесь, и скажите ему: «Инна бнака сарак», воистину твой сын украл. «Вама шахидна илля ма алимна», мы являемся свидетелем лишь того, что мы видели. «Вама кунна лиль гайби хафизин», однако мы не ведаем о сокровенном. То есть мы видели, свидетели лишь тому, что мы видели. Мы сами не видели, что он украл. Но выходит так, раз у него нашли чашу, выходит так, что он украл. Или же, может, ему эту чашу подбросили. Мы не знаем сокровенного, они говорят. И в подтверждение своих слов они также говорят: «Вас'алиль карьят аллати кунна фиха». И спроси также тех людей, которые находились вместе с нами в караване, они тебе подтвердят. «Вал'ир аллати акбальна фиха ва инна ля садикун». Караванчиков спроси, с которыми мы вернулись, воистину мы говорим правду. И Якуб, алейхиссалям, тогда говорит: «Каля баль саувалят лакум анфусукум фасабрун джамиль». Те же самые слова, которые он произнес, когда они вернулись без Юсуфа после похода, говоря, что Юсуфа съел волк. Те же самые слова приводятся: «Это ваши души ввели вас в соблазн». «Фасабрун джамиль». Однако терпение, однако лучше проявить терпение, оно прекрасно, и я уповаю на Всевышнего Аллаха субхану ва тааля.
Аса Аллаху ан я'тияни бихим джами'а. Ведь, возможно, Аллах возвратит их всех ко мне. Тут уже 3 брата. Аллах возвратит их всех ко мне, то есть 3 братьев. Юсуфа, алейхиссалям, младшего брата и старшего брата, который сам добровольно остался в землях Египта. Иннаху хуаль алимуль хаким. Воистину он знающий, мудрый. Это еще раз показывает терпение Якуба, алейхиссалям, сколько горя его постигло, однако он ни в коем случае не жалуется на предопределение Всевышнего Аллаха. Он проявляет терпение и ищет помощи, поддержки и обращается с дуа, с мольбой к одному лишь Всевышнему Аллаху субханаху ва та'аля. Субханак Аллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. الله أكبر الله أكبر الله